Муталим. Первый день. Два луча света одновременно с двух сторон вонзились в лицо спящего. Мехди сел и оглянулся, ничего не понимая. Мечеть была полна вооруженными солдатами, которые в грязной от слякоти обуви ходили по коврам. «Кто таков?» – спрашивал у него человек в черном бушлате, светя ему в лицо фонариком прямо в глаза. Мехди старался отвести глаза от света. «Хомалав хитхог», – перевел другой ингуш, тоже с фонариком. «Отвечай начальнику». «Мехди я. А что ты делаешь здесь?» «Муталим. Учусь». «А почему ты спишь здесь, а не дома?» «Мечеть мой дом. Другого дома у меня нет». Эти двое переговорили между собой по-русски. «Вставай и иди во двор. Там все узнаешь». Мехди накинул на себя старое пальто и пошел к выходу. Солдаты обшаривали все углы мечети, заворачивали ковры, швыряли и опрокидывали полки со священной литературой на пол. В этой сутолоке он еле нашел в прихожей свои боржи. Его вытолкали за дверь. Во двор мечети потоком входили мужчины села. Их просто сгоняли. Забор по периметру освещался фарами машин. На углах пулеметы. Понад забором автоматчики. «Что это происходит?» – спросил он у первого попавшегося ему навстречу. «А происходит, мальчик, день Киямата», – хриплым голосом ответил тот. «Вот что происходит». Они, чужаки, действовали четко. Рассвело, а все взрослое мужское население уже было во дворе мечети. Внутри забора, окруженное со всех сторон автоматчиками. А потом торжествующие чужаки объявили свою волю аборигенам. «Вы покинете эту землю навсегда. Будете жить в других краях, вам неведомых доселе. Так мы решили». Старик Цоки, услыхав такую страшную весть, выхватил кинжал и с криком «Я Аллах!» бросился на группу их начальников. Автоматная очередь сразила старика, он бездыханный рухнул к ногам убийц. Они действовали четко. Мужчины из одной семьи вызывались по списку. Их выводили со двора мечети, сажали на машины, подвозили к дому, 15 минут на сборы и на станцию. А там в товарные вагоны набивали битком для экономии транспортных средств. Двор мечети также быстро стал опустошаться, как на рассвете заполнялся. Они действовали четко, у них большой опыт творить зло, от предков. Все было предусмотрено до мелочей. После обеда их осталось несколько человек. У самой стены мечети на разостланной бурке покоилось тело Цоки. Неподалеку от него лежала старушка Чабиха. Ее утром привезли солдаты вместе с постелью, но внутрь мечети занести не позволили, положили тут. Был престарелый одинокий Бачи. Старушка куталась в одеяло, силясь согреться. Что-то долго не едет их врачебная машина. «Бача, тебя тоже, наверное, повезут на ней, так как ты очень старый». «Уж лучше бы нас, Чабиха, оставили дома. Что им нужно от нас, стариков? Просто всех увозят, чтоб духу нашего тут не было». Неумолчно напевал свой зикр блаженный Иби. Два аварца-пастуха требовали выпустить их, заявляя, что они не ингуши, но не имели с собой никаких бумаг. Мехди сидел на корточках и смотрел на все это отрешенными глазами. Он сегодня не совершил утренний намаз. Первый раз в жизни. Ему не позволили отмолиться и в обед. Его книги лежат там, в мечети, разбросанные по полу. Солдаты их попирали ногами. Такое возможно? Или он видит кошмарный сон? Они сидели до темна, а их сторожил один солдатик с винтовкой. Ни на шаг никого не отпускал. Чуть что клацал затвором. «А ну, садись! Застрелю!» С села неслись плач женщин и детей, рев скота и моторов, лай собак и одиночные выстрелы. Шел снег. Солдаты, чтоб согреться, жгли плетни, которыми хозяева так старательно городили свои участки. Страшный был день. Мехди думал, сидя на цоколе мечети, думал о своей жизни. Мехди был сирота. Мать, в тяжелых муках родив сына, глубоко и облегченно вздохнула, закрыла глаза и тихо отошла в мир иной. Отца не стало, когда мальчику было всего-то 4 года. Он остался на попечении тетки, старшей сестры отца, вечно больной
и по этой причине незамужней. Каждое утро мимо двора Мехди шли мальчики с истрепанными жуджами за пазухами и 3 поленьями под мышками. Мехди стоял у калитки, он налицо знал каждого, хотя имен их не мог назвать. «Ва, мальчики, вы куда идете?» «Учиться». «А зачем вам дрова?» «Топить, чтоб в худжре было тепло». «А чему вы учитесь?» «Корану». «Возьмите меня с собой». «Пусть старшие твои поговорят с муллой, скажи отцу». «У меня нет отца». «Матери скажи». «Матери тоже нет». «А кто есть?» «Дядси». «Но она больная, она не пойдет». Это продолжалось 2 года подряд. Однажды один добродушный большой мальчик снял его с плетня, посадил себе на плечи и понес с собой. Под ногами была непролазная грязь. «Мулла, это тот мальчик, о котором мы тебе рассказывали». Мулла поманил его пальцем. «Поди-ка сюда, маленький Муталим. Как тебя звать?» Мехди робко подошел и назвал себя. «Ты хочешь учиться, Мехди?» «Хочу». «Ты будешь меня слушаться?» «Буду». «Ты любишь играть с мальчиками?» «Нет, я никогда не играю». «А что ты всегда делаешь?» «Думаю». «Думаешь?» «Да». «Про что?» «Про все». Мулла подпер холодную стенку овчиной, стал внимательно рассматривать худенького мальчика. «Вот сегодня ты про что думал?» Я сел на плетень и смотрел на небо. Тучи идут и идут, спешат. Одни похожи на коней, другие на барашек. Идут и идут. Задние подгоняют передние. Наверное, у них такое дело, что надо спешить. Я думал, где они остановятся? Это божьи дела, Мехди. Да, тетя так и сказала. Старый мулла взял клочок бумажки и написал 4 буквы. Алиф, ба, та, ца. Если за день выучишь эти буквы, будешь у меня учиться. Найдем для тебя джуджу. А 3 полена будешь носить? У нас мало дров, очень мало. Дядя не дает. А как вы еду готовите? А холод? Через день дядя печет сискал на железной печке. Больше мы не топим, но когда она печет сискал, я сажусь возле печки. Это очень приятно, как я смоле. Мулла смолк, отпустил Мехди на место возле того большого мальчика Тагира, сына лесника. В обеденный перерыв Тагир подошел к мулле. Он выучил эти буквы. Уже выучил? А ну посмотрим. Старик проэкзаменовал мальчика. Тот безошибочно называл буквы и не путал. Альхамдулилля. Может, и действительно из тебя получится хороший муталим. Все в руках Аллаха. Я напишу тебе еще 3. Постарайся запомнить. Если запомнишь и их, можешь ходить без дров. Я тебя буду учить так. Мехди проявил удивительное прилежание, а хорошая память помогала усвоить за короткое время то, на что другие тратили недели и месяцы. Неожиданно заполучив такого даровитого ученика, Шавхал Мулла сам воодушевился. А Тагир души не чаял в своем дружке. Когда Мехди звонко и четко отвечал урок, Тагир слушал с открытым ртом и время от времени раздавал оплеухи нерадивым ученикам, хотя сам относился к их числу. Но успехи Мехди считал своими. У друзей все общее. Семья Тагира считалась обеспеченной, его отец получал государственную зарплату, а кроме того, лесничий имел много других возможностей заработка. Тагир приходил с чем-нибудь для Мехди, кусочек чурека, пару долек чаплика, а однажды сберег для друга большой кусок магазинного хлеба, который отец привез из города. На пятничной молитве в мечети имам произнес проповедь о значении благотворительности для мусульман. Он так проникновенно говорил, что многие прихожане прослезились. И богатые, и бедные созданы в своей сущности по умыслу Всевышнего. Богатым и обеспеченным даровано имущество, чтобы проверить их щедрость на пути Аллаха. Бедным дается, чтобы проверить терпение людей. Все мы грешны. Грехи падут тяжелыми гирями на чашу весов в судный день. На другую чашу положат все доброе, что мы сотворили. И вот чаша грехов перевесила, и человеку грозит ад. И скажут ангелам: проверьте еще раз его таптар. Начнут искать.
И тут вспомнится охапка дров, что дал бедному человеку в зимнюю стужу, или кусочек хлеба, преподнесенный голодному. И чаша весов добра превышает, и ангелы указывают дорогу в рай. Возьмем наше село. Есть состоятельные семьи и очень бедные, которые в холодную зиму топят через день, чтобы испечь сискал. Я назову семью покойного Тоха, да простит ему Аллах. Мальчонка 7 лет и больная сестра покойного. Они бедствуют, они голодают, им холодно, а за околицей лес. Мы себе возим дрова. Проезжаем мимо двора этих несчастных, видим, что плетни уже истопили, а во дворе не палочки дров. А если бы каждый бросил со своего воза по жердочке? На второй день султан вместе с сыном Тагиром привезли большой воз хороших дров и сгрузили во дворе. Удивленная тетя стояла у дверей, не понимая, что происходит. «Касрат, возьми это, высыпь джувр и верни мне пустой мешок». Там было полмешка. Выводя воз со двора, султан сказал: «Касрат, топи утром и вечером, пока не согреется дом. Больше вы не будете нуждаться в дровах. И мальчика корми, он легкий, как бабочка». В селе не перевелись мусульмане. «Все доброе да пребудет с вами».